Бог говорит тебе сегодня, дорогое дитя. Я знаю, что тебе нужна помощь, я здесь. Ищи меня, и ты найдешь меня. Я всегда был здесь, ждал тебя и никогда не покину твою сторону. Знай, что я люблю тебя таким, какой ты есть. Если вы верите в любовь Бога, поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Вы справились, вы пережили самый сложный приступ в своей жизни, и теперь настало время почувствовать силу, которая есть в вас. Среди тьмы вы выстояли, проявив мужество и решительность, и теперь Бог рядом с вами, готовый вернуть все, что у вас было жестоко отнято. Напишите 1111, если сегодня вечером вам нужна уверенность. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Благословения придут к вам. Когда тьма неопределенности окутывает наше сердце, бывает трудно найти утешение. Но не волнуйтесь, ведь вы не одиноки в этом путешествии. За вами наблюдает великая сила, направляющая ваши шаги и оберегающая вас. Трудности, с которыми вы столкнетесь, не будут постоянными. Помните, что как темная ночь всегда сменяется ярким рассветом, так и ваши испытания будут встречены с облегчением и покоем. Сохраняйте в себе надежду, потому что свет судьбы вот-вот засияет ярким светом. Напишите 111, если вы верите в Бога. Пусть Он даст вам возможность увидеть чудеса, которые Он задумал для вас, которые вы еще не видите, но знаете сердцем. Иногда жизнь готовит для нас восхитительные сюрпризы, которые в данный момент мы не можем понять. Идя по этому пути, знайте, что у Творца есть особый план для вашей жизни, план, превосходящий все ожидания и мечты. Даже когда неопределенность пытается омрачить ваши мысли, не теряйте надежды на то, что за кулисами творятся великие дела. Разворачивается божественный замысел, созданный с любовью и заботой специально для вас. Так говорит Господь, все образуется. Я полностью контролирую ситуацию и знаю каждую деталь медицинского заключения, которое причиняет вам страдания. Я чувствую давление финансовой ситуации, в которой вы оказались. Я наблюдаю за людьми, которые восстают против вас, но знаю, что я рядом с вами и непоколебим. Я знаю, как безмерны твои мечты, как бьется в твоей душе тоска. Пойми, сын мой, что я ни в коем случае не подведу тебя. Каждое испытание, через которое ты проходишь, это возможность расти и учиться. В каждом твоем шаге я нахожусь рядом с тобой, укрепляя и поддерживая тебя. Бури могут быть сильными, но свет любви и надежды всегда сияет ярче всего. Идите вперед с уверенностью, ведь вас ждет великая судьба. Доверьтесь Богу и Его совершенному плану для вас. Напишите 1111, если вы чувствуете Его присутствие в своей жизни. Вера – это маяк, освещающий ваш путь в темные времена. И, несмотря на трудности, с которыми вы можете столкнуться, помните, что вас поддерживает бесконечная любовь Бога. Времена невзгод могут казаться невыносимыми, но в вас заложена сила, которая пробуждается только тогда, когда она больше всего нужна. Бог заботливо вылепил вас и наделил уникальными дарами и талантами, которые помогут вам преодолеть любые препятствия на вашем пути.
Слова ободрения и обещания лучшего будущего вплетены в каждую вашу молитву и каждую мысль, которую вы храните в своем сердце. Вы никогда не будете одиноки в этом путешествии, ведь присутствие Бога неизменно даже в самые мрачные моменты. Сила веры – это маяк, который направляет ваши шаги и указывает путь к надежде и искуплению. В минуты слабости ищите убежище в молитве и находите утешение в осознании того, что Бог тихо работает над преображением вашей жизни. Двигаясь вперед по этому пути, смотрите на горизонт, где вас ожидает новый рассвет с обещаниями благословений и достижений, которые превзойдут ваши самые смелые ожидания. Вера – ваш постоянный спутник на этом пути, и через нее вы познаете Божью благодать и непоколебимую любовь. Доверьтесь Его совершенному плану и позвольте Его свету озарять каждый ваш шаг. Идите вперед, дорогое дитя, зная, что какой бы темной ни казалась ночь, в конце пути вас всегда будет ждать лучезарный рассвет. Вера – ваш компас, а Бог – ваш вечный проводник. Напишите 11,11, если вы чувствуете в себе силу веры и знаете, что с Богом все возможно. Ваш путь – это возможность для роста и укрепления вашей веры и доверия к моим замыслам. Я соткал ковер из преодоления и обучения на вашем земном пути. Хотя вы можете чувствовать себя потерянным и одиноким, знайте, что я здесь. Я всегда был и буду рядом с вами. Вылейте все свои заботы к моим ногам и позвольте мне окутать вас своей безусловной любовью. Напишите 1212, чтобы оставаться непоколебимым в Господе. Фаза испытаний подошла к концу, и теперь вы станете свидетелем исполнения того, что было сказано. Теперь горячо молитесь, а затем успокойтесь, ибо скоро произойдет нечто великое. Настало время заявить о себе и получить по вере все, что предназначено для вас во имя Иисуса. Приготовьтесь стать свидетелями проявления обетований, которые были посеяны в плодородную почву вашего пути. Небеса открываются, чтобы излить на вас невообразимые благословения. Будьте готовы к тому, что чудеса и возможности, которые казались невозможными, материализуются на ваших глазах, подобно реке, вышедшей из берегов. Благословения будут обильно литься во всех сферах вашей жизни. Двери, которые были закрыты, откроются с легкостью, а препятствия, казавшиеся непреодолимыми, будут устранены, что позволит вам смело и решительно двигаться вперед к осуществлению божественных замыслов. Ваш путь полон потенциала и цели. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность вырасти и стать сильнее. Временами может казаться, что вы потеряны и одиноки, но помните, что вы никогда не будете одиноки на этом пути. Верьте, что каждый ваш шаг продиктован высшей целью. Выплесните все свои тревоги и страхи к ногам Господа и позвольте Его безусловной любви окутать вас. В это время напишите 1212 как напоминание о вашей приверженности вере и уповании на Бога. Испытания и беды, выпавшие на вашу долю, подходят к концу. Вы стоите на пороге сезона благословений и исполнения обещаний. Сохраняйте в сердце надежду и веру, ибо лучшее еще впереди. Внутри вас есть плодородная почва, в
которую были посеяны божественные обещания. Эти обещания вот-вот расцветут и проявятся в вашей жизни. Небеса разверзаются, чтобы излить на вас невообразимые благословения. Чудеса и возможности, которые раньше казались невозможными, теперь материализуются на ваших глазах. Это подобно реке, вышедшей из берегов и несущей с собой изобилие благословений во всех сферах вашей жизни. Двери, которые раньше были закрыты, и препятствия, казавшиеся непреодолимыми, будут открыты и устранены на ваших глазах. Смело и решительно идите вперед, ибо вы находитесь на пути к достижению тех божественных замыслов, которые Бог приготовил для вас. Верьте, что ваш путь направляется любящей рукой Бога, и что каждый ваш шаг приближает вас к осуществлению Его совершенного замысла о вашей жизни. Сохраняйте веру и будьте готовы к грядущим чудесам. Я верю в данное мне обещание и сохраняю непоколебимую веру, ибо наступило время жатвы. Подобно фермеру, терпеливо обрабатывающему почву, пришло и ваше время пожинать плоды своего труда, посвящения и доверия Богу. Пусть вас не беспокоит никакая видимая задержка, ибо время Господне совершенно. Все выстроено в соответствии с божественным планом, и теперь вы готовы вступить в новое измерение победы и достижений. В этом стихе Иисус дает нам необыкновенное обещание и призывает нас испытать истинную и уверенную веру в Бога. Он учит нас, что когда мы молимся с верой, полагая, что уже получили то, о чем просим, мы можем быть уверены, что наши молитвы будут услышаны. Ключ к пониманию этого отрывка находится в слове «вера». Суть нашего общения с Богом заключается в непоколебимом доверии к Его силе и суверенной воле. Подлинная вера согласуется с Божьей волей и стремится к Его славе и цели в нашей жизни. Иисус учил нас молиться: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мф 6 часов 10 минут. Напишите 11:24, чтобы получить. Когда мы молимся с верой, мы признаем, что Бог суверенен и что Его ответы могут отличаться от того, что мы ожидаем. Однако мы верим, что Его мудрость и любовь совершенны, и Он всегда направит нас по наилучшему пути. Важным аспектом является настойчивость в молитве, поскольку Иисус побуждает нас просить, искать и стучать. Мф 7:7, показывая, что мы должны быть настойчивы перед Богом. Настойчивость в вере показывает наше постоянное доверие к Его ответу, даже если Он приходит не сразу. Из слов Иисуса в Евангелии от Марка 11 часов 24 минуты мы учимся непоколебимой вере в нашего Бога, способного совершить невозможное. Будем молиться с уверенностью, ища Его волю во всем, быть настойчивыми в своих молитвах, ибо Бог слышит и отвечает на мольбы своих детей. Я уповаю на Бога, чтобы принять Его учение и быть верным Господу, ибо Бог продолжает говорить. Каждая слезинка, которая ранее омывала ваше лицо, отражает интенсивность пройденного вами пути. Эти слезы были не напрасны, ведь каждая пролитая капля отражала времена, когда надежда казалась скудной, а вера была испытана до предела. Однако упорство никогда не пропадало, а решимость вставать столько раз, сколько потребуется, побеждала, потому что впереди ждало нечто большее. Сейчас начинает дуть ветер перемен,
и Бог собирает все разбитые осколки и разбитые мечты, готовясь восстановить утраченное. Хотя сердце может быть изранено, оно также наполнено обновленной надеждой. Семена нового начала зарождаются в каждом уголке жизни, и пережитая боль скоро превратится в исцеление, уступив место радости. Верьте, что впереди вас ждут светлые дни, ведь свет всегда находит дорогу к тем, кто упорствует. Вы – живое доказательство человеческой стойкости, храбрая душа, встретившая тьму и ставшая еще сильнее. Бог никогда не оставлял вас, Он был рядом с вами на каждом шагу, даже в те моменты, когда вы, возможно, не чувствовали Его присутствия. Теперь позвольте себе ощутить радость, которая приходит с восстановлением. Откройте свое сердце, чтобы принять благословения, которые уже на подходе, ведь вы заслуживаете всего хорошего, что приходит к вам. На этом новом этапе жизни верьте, что будущее полно возможностей и благословений, которые намного превосходят испытания прошлого. Вера в Бога поможет преодолеть все трудности и приведет вас в место покоя и удовлетворения. Так что смотрите на горизонт и смело идите вперед, ибо вера приведет вас к покорению новых вершин и ощущению полноты Божьего обетования. Примите с благодарностью новый день, который стоит перед вами, зная, что ваша история все еще пишется и что самые интересные страницы вашего пути еще впереди. Вдохновляйте других никогда не сдаваться, сохранять веру, потому что, как и вы, они могут обнаружить, что даже в самые темные времена всегда есть искра надежды, готовая озарить мир любовью. Я отдаю себя Иисусу, чтобы утвердить Господа. Ты – великолепное творение, и я превозношу тебя с силой и властью. Твое сердце храбро, а душа ярко сияет в этом мире. Ты избран быть светом среди тьмы, примером любви и сострадания в мире, который часто в них нуждается. Те, кто выступает против вас, будут побеждены моими могучими руками. Никакое зло не одолеет вас, ибо я ваш защитник. Козни и заговоры ваших врагов склонятся перед моей суверенной волей. Не бойтесь, ибо я всегда на вашей стороне. Когда страх пытается проникнуть в ваше сердце, помните, что я – ваше убежище, неприступная крепость, в которой вы можете укрыться. Ни один лоб не коснется вас, ибо я распростер над вами свою мантию защиты. Твои мечты велики, и я хорошо знаю их, они – отголосок моих собственных стремлений в твоей жизни. Верьте в себя, ибо я наделил вас необыкновенными способностями и талантами. Вы можете достичь невозможного благодаря моей силе, действующей в вас. Комментарий 555 для активации полной защиты Господа над всеми народами. Уделите сегодня несколько минут мудрости своему физическому телу, следя за тем, чтобы все его органы работали безупречно. Тем самым вы способствуете своему здоровью. Верьте в обновляющую силу жизни внутри вас и гоните прочь мысли о старости. Бог живет в вас, обновляя ваше здоровье с каждым совершенным вдохом. Не допускайте мысли о болезнях и страданиях, ибо Бог всегда действует на ваше благо. После такого напутствия, господа, вы обязательно почувствуете себя бодрым. Сегодня, Боже, мой любящий и милосердный Отец, я предстаю перед Тобой с сердцем,
переполненным благодарностью и чувствами. Со слезами радости я воздаю Тебе хвалу за все чудесные благословения, которые Ты излил в мою жизнь. Ты воистину Бог восстанавливающий. Когда я был сломлен, Ты восстановил меня своей непоколебимой любовью. Среди потерь и боли Ты был моим убежищем и силой, поднимая меня из пепла и давая мне новую надежду. А как прекрасно созерцать все благословения, которыми Ты одарил меня! Вы дали мне гораздо больше, чем я мог себе представить или заслужить. Каждая, казалось бы, утраченная мечта ожила благодаря Твоей могучей руке. Там, где была тьма, засиял Твой свет, развеяв отчаяние и наполнив мое сердце верой. Не хватает слов, чтобы выразить мою благодарность. Ты прекрасный Отец, который никогда не подводит, всегда направляет и защищает меня. Твои любовь и милосердие вечны, и в них я нахожу свое постоянное убежище. В каждый момент своего существования я ощущаю глубину Твоей любви и величие Твоей милости. С каждым днем я все больше восхищаюсь Твоими чудесами и тем, как Ты направляешь мою жизнь к великой цели. Ты всегда поддерживал меня, даже когда я чувствовал себя слабым и потерянным. Твой свет был моим путеводителем среди тьмы, а Твоя любовь – моим убежищем в бурях. Сегодня я возношу свой голос в хвале и благодарении, признавая Твою божественную руку в каждом аспекте моей жизни. Ты – архитектор моих побед и утешение в моих поражениях. Ты превратил мои испытания в победы, а слезы – в улыбки. За все это и многое другое я благодарю Тебя. Я знаю, что, двигаясь по жизненному пути, Вы и впредь будете для меня маяком надежды и непоколебимой силой. Я верю, что Твои планы относительно меня превосходят все мои представления, и я держусь за Твое обещание, что Ты никогда не оставишь меня. Ваша любовь и милость неисчерпаемы, и в них я нахожу покой и радость. Поэтому сегодня и всегда я буду славить Тебя всем своим существом, каждым ударом сердца и каждым вздохом души. Ты – моя скала и мой искупитель, мое убежище и моя крепость. В Тебе я нахожу полноту жизни и причину своего существования. Спасибо Тебе, Господи, за Твою безусловную любовь и вечную верность. Ваша верность непоколебима, а Ваша милость подобна неиссякаемой реке, которая течет непрерывно. Оглядываясь на пройденный мною путь, я отчетливо вижу, как на каждом шагу Вы были рядом со мной. Даже в самые трудные моменты Вы были для меня источником утешения, в пасмурные дни неопределенности Вы были для меня светом и надеждой. Сегодня, глядя на то, как Вы восстанавливаете и обновляете мою жизнь, я испытываю огромную благодарность, переходящую в хвалу Вам. Я желаю, чтобы моя жизнь стала ощутимым свидетельством Твоей любви и величия. Войдите в 2222, если вы чувствуете в своем сердце силу веры и знаете, что с Богом все достижимо. Позвольте мне научиться любить так же сильно, как любите Вы, прощать без всяких условий, следуя Вашему примеру, и быть каналом мира и добра в этом мире, который так часто жаждет того и другого. Я смиренно признаю, что все, чем я обладаю, и все, чем я являюсь, исходит от Тебя,
и в этом понимании я желаю, чтобы каждый удар моего сердца превращался в мелодию поклонения, вечно возносящую Твое имя. Ты – Бог, мастерски восстанавливающий, обновляющий каждую частицу нашего существа и совершающий глубокие преобразования. Я обещаю не переставать помнить о Твоей силе и заботе и каждый день подпитывать свою веру, зная, что грядущие чудеса превзойдут все, что я испытал до сих пор. Пусть Ваши благословения продолжают течь по мне, как полноводная река, а я желаю быть проводником этих благословений, распространяя Вашу любовь и доброту в каждом уголке, куда меня приведет Ваше божественное провидение. Я благодарю Тебя, дорогой Отец, за постоянное проявление Твоей чудесной благодати в моей жизни. Во имя драгоценное, которое превыше всякого имени. Аминь. Дорогое Дитя Божье, в это время, когда ты сталкиваешься с проблемами и трудностями, вполне естественно задаться вопросом, где Бог посреди всего этого. Временами кажется, что Его голос молчит, а наши молитвы не находят отклика. Вы можете оказаться в состоянии уныния и даже поддаться искушению отвернуться от Бога. Однако я призываю вас вспомнить слова Иисуса, которые дают нам силу в периоды неопределенности. Даже если мы переживаем период божественного молчания, это не означает, что нужно отказаться от поиска Бога. Терпение и настойчивость – это добродетели, которые позволяют нам в полной мере получить ответы и откровения, предназначенные для нас Богом. Я призываю вас подтвердить свою приверженность, выразить готовность получить то, что у Бога для вас есть. Если вы разделяете это убеждение, напишите «Аминь» как символ вашей уверенности в том, что Бог присутствует в вашей жизни. В моменты, когда препятствия кажутся непреодолимыми, помните, что жизнь способна удивлять нас. Сочетание любви, прощения и сострадания – это сила, способная преодолеть самые серьезные трудности. Используйте этот момент, чтобы принять все эмоции, которые вы испытываете, простить тех, кто вас обидел, и развивать отношения, основанные на любви. Не забывайте заботиться о себе в разгар трудностей и всегда помните, что одиночеству нет места, ибо божественное присутствие постоянно. Я обещаю, что вы никогда не будете одиноки, и что моя любовь и поддержка всегда будут с вами. С любовью и благословениями, Иисус, перечитайте Притчи 3, 5-6, чтобы всем сердцем довериться Дею и следовать Его путями. Дорогой Божий ребенок, я понимаю, что сейчас ты переживаешь сложный период в своей жизни и сомневаешься в божественном присутствии в этой ситуации. Ощущение, что Бог молчит и не реагирует на наши просьбы, может привести к унынию и вызвать вопросы о Его существовании в разгар нашей борьбы. Однако я хочу напомнить вам слова ободрения, которыми поделился с нами Иисус. Очевидное отсутствие знамений не должно быть причиной отказа от поиска Бога. Несмотря на тишину, вера побуждает нас упорствовать и верить в то, что Его план разворачивается в нашей жизни. Я предлагаю нам подтвердить нашу решимость и в знак веры ответить «Аминь», символизирующим нашу покорность Божьей воле. В ситуациях, когда надежда ослабевает, давайте помнить, что любовь, прощение и сострадание – это те инструменты, которые позволяют нам преодолевать самые сложные препятствия.
Вполне нормально испытывать сильные эмоции в такие моменты, но я призываю вас принять их и найти освобождение через прощение. Укреплите связи, основанные на любви, и не забывайте заботиться о себе, преодолевая эти трудности. Всегда знайте, что вы никогда не останетесь одни, мое общение с вами постоянно, а моя поддержка непоколебима. Мы часто погружаемся в свои обстоятельства и иногда упускаем из виду, что Бог продолжает действовать посреди них, даже если мы не можем этого ощутить. Решение наших молитв может занять больше времени, чем мы ожидаем, и в этом ожидании вполне нормально, что сомнения и безнадежность пытаются взять верх. Однако я хочу напомнить вам, что видимое отсутствие не означает бездействие Божьего. Ангелы шепчут, несут по ветру послание, адресованное вам, шепчут ваше имя в небесном хоре, призывают с небес, стремясь привлечь ваше внимание и пробудить вашу интуицию. Это неземное эхо, любящее предупреждение, над которым вам следует задуматься. Ангел, посланник из высших измерений, предупреждает вас: будьте бдительны, кто-то из вашего ближайшего окружения, кто-то, чья тень переплетается с вашей, испытывает зависть. Негативные вибрации зависти перетекают от них к вам, подобно невидимым ядам. Эта сущность зависти может принимать различные формы. Возможно, это родственник, имеющий тесные кровные связи, двоюродный брат, который знает ваши самые сокровенные шаги, или друг, который разделяет историю вашей семьи. Лица могут быть разными, но зависть – их общая черта. Эти люди, как правило, молоды и общительны, они излучают вашу коммуникабельность. Их можно узнать по юношескому многословию и энтузиазму. Но за их харизмой скрывается тонкий замысел, темная махинация. Эти болтуны, искусные мастера слова, подрывают доверие. Им нельзя доверять. Они легкомысленно говорят о других и наслаждаются пристальным вниманием окружающих, высасывая жизненную силу отовсюду, откуда только можно. Дурные энергии, исходящие от них, следуют за ними по пятам, загрязняя пространство вокруг себя. Однако свет может стать противоядием. Установите четкие границы, невидимые линии, которые охраняют ваш покой и защищают светимость вашего существа. Аура – это ваш щит, не позволяйте зависти и негативу разрушить его. Поиск будущих благословений может оказаться тщетным занятием, поскольку благословения уже вплетены в гобелен судьбы. Бог или Вселенная в своем космическом танце организует предопределенные встречи с благосклонностью. Эти встречи, эти вспышки благодати – камни на вашем пути, которые поднимают вас к цели. Они происходили раньше и будут происходить снова. Благословение – это постоянный поток, текущий, как подземная река, на протяжении всей вашей жизни. Прочитайте Римлянам 8 часов 28 минут, чтобы понять, что все виды сотрудничества направлены на благо тех, кто любит Бога. Возможно, в прошлом вы были свидетелем таких благословений, ощутимых признаков божественной благодати. Эти моменты благоговения, переполняющие благодарности, только начало. Милость бесконечна, ее поток никогда не прекращается. Цикл благословений продолжается, питая сад вашего существования цветами радости
и урожаем роста. В темных углах отчаяния, в глубинах смятения не сдавайтесь. Вера – это ваш якорь, путеводный свет в бурю. Доверьте свои страхи и сомнения высшему плану, космическому порядку, который разворачивается неожиданным образом. Во мраке прорастает семя надежды, а корни веры цепляются за плодородную почву сердца. Путь жизни извилист, полон хребтов и долин. В этих долинах, в глубине трудностей, вера подвергается испытанию. Но в эти моменты утешение ждет в тишине преданности. Бог может казаться безмольным, но Его присутствие неизменно. В тишине сердца, в тишине размышлений слышен Его шепот. Поделитесь предложением, в котором описывается, как Бог был прибежищем в трудные времена. Ожидание может быть тягостным, терпение может истощиться, но не теряйте надежды. Божественные обещания нерушимы, даже если человеческие сроки быстротечны. Мир, тот мир, который превосходит понимание, поселится в глубине вашего существа. Его присутствие подобно бальзаму для усталой души, нежному бризу, ласкающему дух. Божественная любовь – это постоянный поток, вечно текущая река. В каждом взаимодействии, в каждой детали жизни проявляется эта любовь. Объятия близких, общий смех, маленькие победы и выученные уроки – все это проявление этой бесконечной любви. В разгар испытаний, на жизненных перекрестках помните, что вы не одиноки. В минуты одиночества, в глубине тьмы божественная любовь – это факел, освещающий путь. Верьте, что Божий план совершенен, что звезды на небосклоне судьбы расположены в вашу пользу. В духовных поисках, на пути веры встреча с другими ищущими – это утешительный бальзам. Община верующих – это пристанище, где молитвы переплетаются, а души поддерживают друг друга. В этих кругах веры, в этих священных беседах восстанавливаются силы и загорается надежда. Бог, великий ткач гобелена времени, действует неисповедимыми путями. Его ответы могут прийти в потоках ветра, в листах книги, в словах незнакомца. Держите свое сердце и разум открытыми, чтобы улавливать сигналы, которые Он посылает вам. Ответ может быть не таким, как вы ожидали, но это может быть именно то, что вам нужно. Молитва – это диалог с Божественным, беседа в священном пространстве души. Через слова, которые шепчет ветер, через сокровенные мысли, которые вы произносите, вы общаетесь со Вселенной. Это общение – бальзам для духа, путеводитель на неясных путях. Ожидание может казаться вечностью, застывшей во времени, но в этом пространстве ожидания есть и рост. Корни терпения уходят вглубь, взращивая цветок надежды. Верьте, что в идеальное время ответы придут, судьбы пересекутся и благословения прольются. Пусть Божий мир, непостижимый для человека, наполнит ваше сердце в это время ожидания. Пусть Его любовь направляет вас, а Его свет освещает каждый шаг вашего пути. Помните всегда, что вы любимы, что вас держат божественные руки и что ваша история вплетена в ткань космоса. С любовью и благословениями. Иисус.